Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях», проект «Мой доктор». С вами Иван Луцкан, главный врач Якутской республиканской офтальмологической больницы. Если человек здоров психологически и психически, он имеет повышенный уровень работоспособности, легко справляется с текущими задачами. Его познавательные и психические процессы, мышление, внимание, память, восприятие работают стабильно хорошо. Да и в целом это залог счастливой жизни. Сегодня заместителем главного врача по организационно-методической работе, главным внештатным специалистом-психиатром Министерства здравоохранения Республики Саха-Якутия Олегом Припузовым мы поговорим о том, как сохранить наше психическое здоровье и то, с чем чаще всего встречаются якутяне. Добрый вечер, Олег Алексеевич. Добрый вечер. Ну, давайте, у нас всегда вводное, немного о работе врача-психиатра, в чем его основные задачи, с чем он сталкивается. Ну, сначала я, наверное, скажу о том, что наша служба, она как бы состоит из амбулаторной части, из дневных стационаров и стационаров. Соответственно, у нас, если в целом посчитать количество врачей, то по республике их порядка 90 было год назад. Но в связи с тем, что в 2023 году увеличилась штатная численность, как врачей-психиатров, психотерапевтов и медицинских психологов, то у нас штатная численность выросла. В целом по республике, если говорить, не только по РПНД. Поэтому их уже у нас уже более 100. Вот. Ну, укомплектованность, конечно, не полная, но можем говорить о том, что порядка 80 врачей, психиатров у нас в республике работают. Ну, специальность это разнообразная на самом деле. То есть есть амбулаторные врачи, есть стационарные, их специфика отличается. Есть детские психиатры, которые тоже очень особенные в своей работе в связи с особенностями вообще клинической картины у детей и подростков. Вот. Есть судебно-психиатрические эксперты. Есть, в конце концов, психотерапевты, но это не психиатры, но близкие к нашей специальности, которые тоже у них другие функции. Поэтому специальность разнообразная. И несмотря на то, что есть неукомплектованность, то есть как бы казалось бы, не так много людей, выпускников идет в психиатр, но тем не менее они приходят. Потому что все-таки по интересам люди выбирают. И к нам в профессию тоже приходят молодые люди. Это очень хорошо. Вот. Если говорить вообще о том, чем занимается психиатр, конечно, он занимается диагностикой, лечением психических расстройств и расстройств поведения. Есть, соответственно, порядок оказания медицинской помощи, есть стандарты оказания помощи, есть клинические рекомендации. Вот по ним этот психиатр работает. Ну, потом в процессе бесед, наверное, я еще расскажу вообще, как бы, в чем это заключается. А если говорить о задачах, которые мы должны выполнить в ближайшее время, то мы, конечно, исходим тут из тех изменений, которые произошли у нас вообще вот в статистике, в клинической картине. То первая задача, конечно, это организовать полноценную медико-психологическую и психотерапевтическую помощь. Вот. Тут надо сказать, что вот в прошлом году был такой прорыв своеобразный в психиатрии, потому что, согласно поручению президента Российской Федерации, на нашу службу обратили особое внимание. У нас как бы весь год шел мониторинг того, как мы работаем, как развиваем нашу службу. И благодаря вот главе республики Александру Сергеевичу, правительству республики у нас были выделены и помещения, и новые штаты, и открылись новые подразделения. Вот если об этих подразделениях говорить, то вот в контексте вот именно психотерапевтической помощи, то у нас открыто в республике 11 кабинетов медико-психологического консультирования, то есть это там, где работает медицинский психолог. Плюс еще есть кабинеты психологов в рамках ОМС в поликлиниках. Там тоже работают психологи. Они, конечно, нам помогают. То есть они маршрутизируют к нам пациентов, которых это необходимо, а отчасти пациентов сами оказывают помощь. Вот. Это кабинеты медико-психологической помощи. Их 9 у нас открыто. То есть вот год назад не было их. То есть это совершенно новые кабинеты появились. В кабинете помощи работает психотерапевт либо психиатр, работает медицинский психолог. Эти кабинеты, конечно, оказывают оказывают кризисную помощь в кризисных ситуациях. Мы говорим о том, что есть люди, которые пострадали от военной травмы. В
психологическом смысле травмы. Поэтому мы им оказываем помощь. То есть это участники СВО, это родственники участников СВО, это те, у кого есть суицидальное поведение, вот, ну и иные кризисы, которые у человека в жизни бывают. Вот этими кризисами эти кабинеты будут заниматься. Эти кабинеты не только в Якутске, но и в районах, конечно же, открыты, в крупных районах. И 2 психотерапевтических кабинета, но они, в принципе, у нас были, да, мы просто их немножко расширили, у них появилась лучшая материальная база, они работают в городе Якутске. Вот. Вот это такая задача. Вторая задача важная, в ближайшие годы, да, это, конечно, развитие психосоциальной реабилитации. То есть мало того, что человека нужно диагностировать, лечить его обострение, ему нужно проводить реабилитацию, чтобы он вернулся в полноценную жизнь. Вот. Ну вот это вот такие основные задачи. Ну и все остальное, то, что мы делали, конечно, тоже за нами. А вот какие проблемы сейчас в первую очередь беспокоят жителей Якутии? Вот с чем обращаются к психиатру амбулаторно и в каких случаях требуется стационарное лечение? Ну, вот мы, конечно, говорим о статистике. Да? Каждый год мы эту статистику выводим, и мы видим по республике, сколько у нас заболеваний. Вот, и мы видим, что общая заболеваемость у нас растет, за последние 3 года выросла больше, чем на 9%. С чем связано? Вот. Да, и это связано, конечно же, с тем, что появились новые кризисы у человека, да, в жизни. Вот. Первый кризис — это было заболевание ковидом. Там, конечно, часть объективные, то есть органические расстройства возникли в головном мозге после тяжелых там, пневмоний, заболеваний, энцефалопатий. Вот. Это и стрессы также были во время ковида, связанные с изоляцией, да, с потерями близких и так далее. Это вот очень серьезно повлияло. Потом, конечно же, это военная травма, да, вот, и родственники участников СВО тоже, конечно, страдают, и мы вот им в первую очередь оказываем помощь. И теперь есть еще понятие первичной заболеваемости. То есть это те, кто впервые пришел к психиатру, и впервые у него выявили какое-либо расстройство. Вот первичная заболеваемость выросла за последние 3 года на 40%. То есть идет большой рост. Вот. Мы это чувствуем, но он именно идет за счет чего? За счет увеличения количества депрессий, тревожных расстройств, фобических, ну и других вот невротических расстройств. Вот. То есть психозы, они как были, вот на таком же уровне остаются, несмотря ни на что. А это растет. Это растет. И тут надо еще сказать один момент такой. У нас в республике заболеваемость психическими расстройствами самая низкая в Дальневосточном федеральном округе. Это радует. И она в 2 раза ниже, чем в Российской Федерации. Вот. И с одной стороны это хорошо, а с другой стороны мы понимаем, что мы как бы недостаточно психиатров на местах, недостаточно выявляются психические расстройства. И поэтому вот этот рост 40% первичной заболеваемости, он связан не только вот с объективными причинами, да, но и с тем, что психиатров стало больше, они стали работать лучше и выявляют психические расстройства. Ну, соответственно, и проблемы, которые жители испытывают, вот, они связаны с тем, что я вот выше сказал. Да? Вот эти кризисы, которые возникают в нашей жизни, они вызывают у людей различные там расстройства невротические. А вот все-таки больше кто обращается к психиатру? Мужчины, женщины, родители детей, у которых они видят, что есть какая-то проблема? Ну, если посмотреть статистику, то вообще у нас среди вот тех, кто обратился вот, к врачу-психиатру, и у которого все-таки признали, что есть какое-то либо психическое расстройство, среди них, а таких людей у нас, к слову сказать, 19 700 человек, да? То есть 19 700 человек получают, но не совсем так, они получают медицинскую помощь у психиатра в связи с психическим расстройством. Но состоит под диспансерным наблюдением только 10 тысяч человек, ну, приблизительно. То есть половина из них. Вот. Поэтому большинство просто, может быть, 1 раз только обратились, получили помощь, и все у них хорошо. Вот. Вот. То есть у нас такое количество пациентов.
под наблюдением. И мы, конечно, вот всем им должны оказывать эту помощь. Да, и вот что касается женщин и мужчин. Вот среди них, значит, 33% женщин и 66% мужчин. Мужчин и так, в принципе, меньше, чем женщин. Ну, в Да, а республике. болеет Там больше. женщин чуть больше, да, по переписи. И плюс еще и мужчины еще и больше страдают, да? Да, да. Но, правда, тут, конечно, вот в нашей профессии есть всегда такие вещи, как нужно все-таки анализировать, и там есть такие моменты, как бы они субъективные, да? Потому что все-таки вот люди с непсихотическими расстройствами, вот с различными, о которых я говорил, они часто не обращаются к психиатру, и мы их не видим, да? Может быть, к психологам, там, к частно практикующим врачам, они в статистику не входят. Вот. Поэтому среди мужчин больше вот таких тяжелых расстройств, да? А женщин почему так мало? Потому что они, может быть, не попали к психиатру, не обратились. Хотя у них есть какие-то психические расстройства. Я так понимаю, что здесь еще в статистику еще входят, наверное, лица, которые находились и в наркологическом диспансере с психическими нарушениями. Ну, наркологическая, у них своя статистика, как бы, да, я их не включаю сюда. Какие-то есть особенности лечения у детей, подростков? Насколько шансы их реабилитировать лучше, чем взрослого человека? Ну да, вот, конечно, дети это особенные. Всегда, и в нашей профессии тоже. Если говорить вот о цифрах, то у нас вот также мы видим тенденции, что общая заболеваемость выросла чуть меньше, там где-то на 8%. Да? А первичная заболеваемость у нас еще больше, чем на 40%. У нас выросла там порядка 60% вот за последние 5 лет среди детей. Вот. Опять же, все-таки большая часть связана с улучшением выявляемости психических расстройств работой врачей-психиатров. Это несомненно. Вот. Ну и, конечно, вот в детской тут еще связано с определенными изменениями в подходах диагностических, когда часть, скажем так, неврологи вели детей, а потом как-то эти диагнозы уже стали нашими, и мы их в свою статистику включаем. Вот. И я думаю, что у детей все по-особенному, и необходимо сказать, что у них вообще другая клиническая картина. Да. То есть, первое, что бывает у детей и подростков? Прежде всего, это расстройство психологического развития. Когда возникают вследствие как бы, недоразвития центральной нервной системы на определенном этапе нарушение речи, нарушение внимания, мышления, нарушение эмоциональной сфере. Вот. Эти расстройства, как правило, они все-таки более старшему возрасту купируются. Человек будет психически здоровым признан потом. Но, конечно, нужна ему помощь психиатра, невролога, реабилитация и так далее. Это необходимо. Второе, что у них бывает, это, скажем, аутистические расстройства. Вот это вот особое такое заболевание, которого на самом деле не так уж много, хотя все думают, что у них дети аутисты, а на самом деле это все-таки есть там критерии, по которым мы ставим это заболевание. Третье, что у детей бывает, это умственная отсталость разной степени. Вот. И четвертое – это расстройство поведения. Расстройство поведения, чаще бывает в подростковом возрасте, расстройство эмоций, поведения, различные нарушения, которые вот дети испытывают. Но я скажу, что вот умственная отсталость не изменится, да? Аутист тоже как бы здоровым совершенно не будет. Вот. А остальные расстройства, они все-таки купируются. И потом, когда человек 18 лет приходит к нам, мы ему ставим диагноз психически здоров. Вот такие вот особенности есть у детей. Угу. Вот, по поводу таких самых распространенных, наверное, в житейском плане терминов в психиатрии: шизофрения, биполярное расстройство и депрессия. Вот, наверное, от этих трех вещах сейчас мы так остановимся более подробно. Депрессия. Все-таки это серьезное заболевание. Можно ли его самостоятельно диагностировать в условиях домашних? Ну да, депрессия, все знают, что такое депрессия. Вот. Но мы как бы понимаем это как сниженное настроение, это, скажем, снижение аппетита, снижение двигательной активности. Вот. И тогда, когда человек ощущает, что ему стало неинтересно все, что раньше было интересно, он не испытывает таких эмоций, вот, страдает. Конечно, эти могут быть разным состоянием. Бывают легкие депрессии, их человек чувствует, конечно же.
но не всегда обращаются к врачу. Вот. А окружающие практически могут не заметить. Есть средние и тяжелой степени депрессии. Как правило, их замечают все, и окружающие, и, как правило, таких людей приводят к врачу-психиатру. Ну, в большинстве случаев. Вот когда уже человек вообще не кушает, когда он просто лежит, ничего не делает, и это требует помощи. В любом случае это требует лекарственной терапии депрессии, но ее может назначить только врач-психиатр. То есть самому лечиться нельзя, нужно обращаться к врачу-психиатру, чтобы вовремя это вылечить. Есть современные лекарства, они без серьезных побочных действий, поэтому надо приходить к психиатрам и получать вот эту помощь. Вот у нас молодежь любит иногда говорить: ой, у меня биполярчик. Да. Ну вот что на самом деле представляет собой биполярное расстройство? Да, а биполярное, оно, с одной стороны, биполярное расстройство — это когда у человека возникают в течение жизни как минимум 2 приступа. Вот, эти приступы могут быть 2 видов. То есть, во-первых, это может быть депрессия, о которой мы вот сейчас говорили. Во-вторых, это могут быть маниакальные состояния, когда у человека, наоборот, становится повышенное настроение. То есть он становится либо веселым, либо возбужденным. Он очень двигательно активен. Эти люди обычно совершают всякие необдуманные поступки. То есть они бездумно тратят деньги, и в том числе кредитные. Эти люди сексуально расторможенные могут быть. Вот. Ну, в общем, они как бы чувствуют, что вокруг все стало расцвело, стало красивым, ярким. Все красивые люди, он сам тоже красивый, все умеет, все может. Вот такое вот состояние. Но оно иногда затекает, правда, до такого состояния возбуждения, когда человек просто не сидит на месте, и он может быть даже опасен для окружающих. Вот такое вот биполярное расстройство. Конечно, вот когда у человека просто легкая депрессия, да, это, скорее всего, не биполярное расстройство. Это просто депрессивный эпизод, который можно лечить, и он не налагает на него каких-то там ограничений в дальнейшем. Вот это вот что касается биполярного расстройства. Поддается ли оно лечению? Да, это, конечно же, только лечится лекарствами. Вот, и желательно, чтобы в стационарных условиях. Потому что иначе человек, как правило, лекарства просто не пьет. То есть он сам не осознает, да, что у него заболевание? Да, к сожалению, в этом состоянии человек, когда у него обострение, не осознает. А когда у него обострение заканчивается, он переходит в состояние ремиссии, то он возвращается вот в ту же самую, он становится тем же самым, каким он был до этого. То есть он не становится, скажем, другим. А он помнит, что у него было это состояние? Да, он помнит, конечно. Это все все-таки в состоянии ясного сознания. То есть он не осознает, что с ним что-то не то? Да, в тот момент он не осознает, а когда он выздоровел, он это понимает. И хватается за голову, потому что он набрал кредитов, всех их потратил, а теперь все это надо возвращать. Но тогда уже лечение не применяется, когда он в стадии ремиссии? Нет, есть лечение и поддерживающее тоже вот, при биполярном расстройстве. Я просто помню очень хорошо Римму Семеновну Тазлову, которая нам читала лекцию, и она всегда говорила такие вещи, да, что психически здоровых абсолютно людей не бывает. Это первый ее тезис. А второй тезис был, что человек, если он шизофреник, он никогда не поймет, что у него есть проблема. Вот так ли это? Это я к вопросу про шизофрению. Ну да, но шизофрения — это как бы классическое такое заболевание, которое лечат, диагностируют и лечат психиатры. Вот, конечно же, это небольшое количество наших пациентов вот из тех 19 700, да? Но они есть, и они всегда были, и будут. Как мы видим, что катаклизмы жизненные, они не влияют на количество вот вновь выявляемых, да и на общий контингент пациентов с таким заболеванием. Это заболевание что представляет из себя? Оно представляет себя заболевание, которое характеризуется таким масштабным, доминирующим изменениями мышления человека. То есть у человека появляется какая-то доминирующая идея, и эта идея, она как бы заслоняет от него все, что происходит в жизни. Поэтому эти люди как бы совершенно меняются, и у них изменяются интересы, они по-другому себя ведут. Иногда они даже не могут ответить вам на вопрос, правильно, потому что у них как бы в мозгу крутятся совсем другие вещи. И это изменение... Пример можете привести?
Вот. Да. Ну, это вот трудно какой-то привести пример, потому что действительно человек совершенно вот кардинально меняется в своих словах, как в речи, Ну, к в своем примеру, мышлении. ну, вот если взять там классического пациента, Мгм. который Да, то приходит. есть я задаю ему вопрос, Ага. да, ну вот, где ты находишься? А он мне начинает рассказывать совсем о других вещах, да, Мгм. вот, что он испытывает, например. Вот. И надо сказать, что при этом же еще появляется другая симптоматика позитивная, то есть это э, появляются, значит, бредовые переживания и галлюцинаторные. Вот. А бред — это когда человек абсолютно убежден в чем-то, что не подтверждается как бы объективными обстоятельствами. Вот. И вот эти вот бредовые галлюцинаторные переживания, они полностью заслоняют от него окружающие. То есть не заметить это невозможно. И эти люди всегда попадают в поле зрения психиатров. И когда вот это обострение прошло, человек измененным остается. То есть он не становится прежним, как вот при биполярном расстройстве. Поэтому вот этим пациентам прежде всего нужна психосоциальная реабилитация. И их родным также нужно, потому что они должны понять, что человек, да, изменился, но это их родной. Он все равно будет жить с ними, они должны по-прежнему его любить и относиться к нему немножко иначе. Вот, кстати, о родственниках. Все-таки тезис о том, что многие психические заболевания передаются по наследству, как я помню, он доказан все-таки. И Да. есть тенденция к тому, что если по родственной линии у кого-то было выявлено, то есть риски возникновения у последующем по линии. Вот насколько эти Да. риски Ну вот высоки? все-таки достоверно пока никто не доказал, с чем связаны психические расстройства, да, их патогенез, этиологию. Вот. Но мы знаем, что вот при таких тяжелых заболеваниях, как шизофренического спектра, да, при биполярном расстройстве, это действительно наследственная передача имеется. Вот. Но, скажем так, больше тех, кто не передает, чем тех, кто передает эти наследственные черты заболевания. То есть, Мгм. если есть рецессив. если вы переболели, это не значит, что у вас все дети будут больными. Это как бы однозначно вопрос. Достаточно в меньшем количестве, но наследственный такой фактор есть. Мгм. А если у вас была депрессия, если у вас было, скажем, фобические расстройства какие-то, стрессогенные, то это не передается по наследству. А вот в каких случаях надо идти к психологу, а в каких случаях надо идти к психиатру? Вот как понять? Как дифференцировать? Ну вот психолог, вообще как бы можно идти к психологу сразу, да? Потому что к нему проще попасть, потому что есть кабинеты медико-психологического консультирования, и к психологу не так страшно идти. Вот. А психолог, если у вас что-то почувствует, он вас перенаправит к врачу-психиатру. Такое возможно. Но в любом случае, если вот серьезные симптомы, о которых мы говорили, там, как при шизофрении, при биполярном расстройстве, да, есть, вот, при слабоумии, то это можно сразу идти к психиатру. А так можно начинать с психолога, и это нормально. И психолог в части случаев может помочь. Мгм. Но вот у нас люди-то боятся идти и к психологу, и к психиатру, потому что боятся. Ну вот первый вариант поставят на учет, потом ни прав не получишь, ни ограничения в работе будут определенные, там еще дополнительно какие-то сложности. А вдруг еще и насильно меня госпитализируют. Вот в каких случаях принудительная госпитализация происходит и кто принимает решение о принудительной госпитализации, и почему не надо бояться обращаться к психиатру? Ну, во-первых, надо сказать, что еще в 1992 году был принят закон Российской Федерации о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании. На тот момент, и сейчас он является очень демократичным. То есть все недобровольные как бы, меры принимаются только по решению суда. То есть, чтобы человека принудительно госпитализировать, к психиатрическому учреждению нужно с административным иском обратиться в суд. И только судья это решает. Естественно, человек может и обжаловать это решение во всех инстанциях, как все судебные решения. Вот, поэтому, как правило, консультация психиатра добровольная, госпитализация тоже добровольная, и человек имеет право от этого отказаться. Есть исключения из правил? Исключения вот как раз это связанные с опасностью для себя и окружающих. То есть, если человек реально опасен для окружающих, если он там пытается покончить с собой. Вот. И третий случай еще есть, когда человек беспомощный.
То есть он вот вследствие деменции, допустим, глубокой, да, пожилой человек, он вообще не может выражать свои мысли, желания, просто лежит, там, не кушает, возбужденным бывает и так далее, то в этом состоянии человека действительно надо госпитализировать в недобровольном порядке. Но таких случаев достаточно мало. Все наши пациенты добровольно лечатся в основном. Мгм. Но тогда принимает тоже решение суд или уже врачебная комиссия? Вот если опасность. Нет, конечно, врачи-психиатры рекомендуют, врачебная комиссия принимает такое решение, но все равно мы направляем документы в суд. Ну, что Да. суд? Решение за судьей. Только судья может. Допустим, просто бывает ситуация, что 12 ночи, человек в возбужденном состоянии, нападает с ножом, да, пытается там кого-то порезать. Понятно, что он находится, ну, к примеру, там, да, в каком-то определенном психозе. Ему нужна помощь. Но в 12 часов судьи нет. Вот как тогда бывает? Ну, закон предусмотрел это. То есть человек госпитализируется в психиатрический стационар, значит, на следующий день мы уже проводим комиссию и направляем документы в суд. Судья дает санкцию на временное пребывание. Ну, как правило, в течение 2 суток этот вопрос уже судья рассматривает в выездном заседании. Поэтому сначала, конечно же, госпитализируется. А вот что касается амбулаторной помощи, то там такого понятия нет, что можно его как бы осмотреть, а потом обращаться в суд. Нет, сначала нужно там обратиться в суд. А вот что касается как раз-таки посещений в стационаре родственниками, вот могут ли родственники прийти поговорить? Ну, я думаю, что наоборот нужно, чтобы они приходили. Мы хотим, чтобы они общались с нашими пациентами, чтобы не прерывалась эта связь между семьей. Но, к сожалению, сейчас, вот в данный момент, еще остаются ограничения, связанные с заболеваемостью инфекционной. Поэтому вот в данный момент мы в своем стационаре не даем свидания, но буквально вот скоро-скоро они уже будут предоставляться. А не повлияет ли это как-то на самого родственника? И с той стороны, и как на пациента, и как на... Ну, мы-то считаем, что это влияет позитивно. Да. Люди общаются. Ну, пациенту-то точно нужно общение с родственниками, пока они это делают по телефону. ну то есть сейчас телефон есть, Да. то есть свободно в любой момент. Но закон позволяет ограничивать в стационаре пользование телефоном, поэтому мы разрешаем, но в определенное время. А вот по поводу, кстати, людей возрастных, и вы так немного затронули этот вопрос, это вопрос деменции. Вот как понять, что наступает вот эти нарушения когнитивные у человека в возрасте, и пора уже обратиться к специалисту? Вот какие первые ласточки? Ну, первые ласточки — это, конечно, снижение памяти, снижение внимания, когда у человека меняются интересы его жизненные, он не может там владевать какой-то интеллектуальной информацией, нарушается сон обязательно, как правило, в этой ситуации. Эмоциональные нарушения возникают. Вот в этой ситуации нужно обращаться, да, к психиатру. Но в части деменции я должен сказать, что все-таки тут большую роль играют неврологи и геронтологи. Как правило, к ним все-таки вот в легкой стадии обращаются пациенты. А мы уже в средней тяжелые их видим. А вот есть ли санаторно-курортное лечение для людей с психическими расстройствами? Ну, непосредственно с психическими расстройствами нет. Да. То есть санаторно-курортное лечение как таковое не оказывается таким пациентам. Вот, все направление идет на психосоциальную реабилитацию по месту жительства. А что вот входит в нее? А в нее входит работа уже не с психиатром, а с врачом-психотерапевтом, с медицинским психологом, со специалистом по социальной работе, которые должны человеку дать возможность адаптироваться. И, к слову сказать, еще есть, конечно, большая роль Министерства труда и социального развития, которые вот в последние годы начали вот открывать квартиры поддерживающего проживания. Эти квартиры круглосуточные и дневные есть. И там человека просто учат всему, начиная от того, как одеваться, как готовить пищу, как жить, как ходить в магазин, как расплачиваться деньгами. Вот это тоже реабилитация. Есть люди, которые забывают и не могут это сделать, к сожалению. При тяжелых расстройствах, конечно. Есть универсальные какие-то препараты, которые рекомендуется принимать при каком-то жизненном потрясении? Валерьянка. Ну, мы можем рекомендовать только травяные чаи, потому что любое лекарство назначает только врач, конечно. Да. Тут как бы вот рекомендация такая: не бойтесь психиатра, приходите к нему, да, потому что он вам окажет необходимую помощь.
Ну вот насколько фармакология сейчас шагнула вперед, потому что мы прекрасно понимаем, что часть препаратов, они были разработаны еще в 20 веке, потом Мгм. формулу патентовали, потом был снят запрет, сейчас их производят все. Насколько они эффективно действуют при психических расстройствах, и нет ли потом отката определенного назад после отмены терапии и Ну, зависимости все-таки от этого? сейчас в основном, исключая вот очень тяжелые расстройства, мы применяем все-таки атипичные нейролептики, так называемые, то есть они с меньшим количеством побочных действий, принимаются там один раз в день в таблетках. Вот, применяем как бы антидепрессанты тоже с небольшим количеством побочных действий. Вот, поэтому все современные лекарства у нас в России, как бы для наших, и в Якутии тоже, для наших пациентов доступны. Доступны, ну, часть, конечно, есть льготники с диагнозами, с инвалидностью, которые вообще бесплатно эти лекарства получают. А вот как долго люди находятся на стационарном лечении? Есть же пожизненное, а есть... Да, но пожизненного, как правило, нет. Если человек пожизненно находится, это значит, ему некуда выписаться. Социальные проблемы. Вот. А как правило, у нас находится месяц, 2 месяца. Ну вот, например, биполярное расстройство, о котором мы говорим, может длиться до 6 месяцев. Ну, до 5 до 6 месяцев. И иногда невозможно человека выписать. Поэтому вот это индивидуально, ну и зависит от того заболевания, которым он страдает. Мгм. Ну, главное это поддержка родственников. Ну и вообще в целом эффективность есть, да, после стационарного лечения. То есть они могут вернуться к какой-то обычной жизни. Да. Ну вот наша задача сделать так, чтобы они вернулись. А сколько сейчас на стационарном лечении находится У диспансер? нас стационарно 440 коек. Вот, ну и вот где-то там 410-420 всегда пациентов есть. Как бы. Он очень востребован. Цифра очень Да, серьезная. востребован. И вот, но мы, конечно, есть перспективы у нас очень хорошие, я должен о них сказать, потому что вот главой республики в стратегических направлениях предусмотрено, что будет строительство нового психоневрологического диспансера. Это правильно. И мы, Это надо. мы этому очень рады. Спасибо большое, Олег Алексеевич, за то, что вы сегодня вечером подошли к нам в студию. Я хочу напомнить, что у нас сегодня в гостях был заместитель главного врача Якутского республиканского психоневрологического диспансера по организационно-методической работе, главный штатный специалист Министерства здравоохранения по психиатрической службе Олег Алексеевич Перепузов. И мы говорили о таком важном направлении, как психиатрия и в целом оказание психиатрической помощи в республике. Конечно, хочется пожелать коллегам успехов. Труд очень сложный, пациенты очень сложные, но тем не менее они делают все возможное, чтобы эти пациенты обратно возвращались к жизни той обычной, которой живем мы с вами. Успехов, еще раз здоровья. С вами был Иван Луцкан. Это программа «Якутия в деталях», проект «Мой доктор». Смотрите нас по будням в 19:15. Мы рассказываем о том, чем живет здравоохранение Республики Саха-Якутия. Все в деталях. Спасибо большое, всего вам доброго и здоровья.